Доброе утро! Мир не стоит на месте. Каждый день ученые трудятся над новыми открытиями и исследованиями. Вот самые интересные из них. Международная группа ученых из Австрии, Нидерландов, Германии и Великобритании выяснила, что одомашнивание волка привело к снижению уровня интеллекта у животного. Собаки, в отличие от своих диких сородичей, не способны определить причинно-следственные связи между событиями. Биологи сравнили интеллектуальные способности 14 собак и 12 волков с помощью специализированных тестов. Животные должны были определить, в каком из двух контейнеров находилась еда. И волки, и собаки следили за жестами и мимикой человека, который показывал, где была запрятана пища, и делали правильный выбор. Однако только волки могли найти еду без участия человека по определенным признакам, например, по шуму, который производил корм, при тряске контейнера или по размеру сосуда. Разработчики приложения Smartphone Upgrade нашли способ превратить любой Android-смартфон в iPhone X. Программа позволяет сделать интерфейс гаджета похожим на новинку от Apple, округлить углы экрана и сделать узнаваемый вырез в верхней части экрана. Наиболее эффектно это будет смотреться на смартфонах с черной передней панелью. В описании приложения разработчики добавили пугающие данные. Из-за использования ярких цветов оно потенциально может вызвать приступ у людей с фоточувствительной эпилепсией. Мексиканская компания Vaca Limousines создала лимузин из самого настоящего самолета. Лимузин Winglis 727 вмещает до 40 человек. В нем расположено несколько кают, танцпол, а также экран и мощная аудиосистема, позволяющая создать в салоне кинотеатр. Корпус лимузина полностью позаимствован у Boeing 727-100. За такую красоту придется выложить $300 в час. Но зато какие впечатления! Машину можно арендовать как в городе Гвадалахаре, где основана компания, так и за его пределами. Беспилотные автобусы начали проходить испытания в сельском районе Японии. Они осуществляют доставку пожилых людей к ближайшему центру по оказанию медицинских услуг. Беспилотный автобус рассчитан на 6 мест. В рамках первого теста, начавшегося в сентябре, машина доставляла людей со спецстанции к муниципальному комплексу по оказанию медицинских услуг. Автобус двигался со скоростью 10 км в час, однако некоторые участники теста хотели, чтобы он двигался со скоростью 40 км в час, что вполне логично, ведь до больницы нужно добраться как можно быстрее. На этом у меня все. Следите за нашими новостями, будете в курсе последних научных событий. Удачного вам рабочего дня!